В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности. Рамзан Кадыров подарил внедорожники командирам силовых подразделений региона. Подробности в материале моей коллеги Лейлы Муртазовой. Больше никаких луж. В Толстой юрте проложили асфальтированную дорогу к школе. Народов много, Родина одна. Очень важно, чтобы студенты вообще просвещались, знали другие конфессии, другие религии. В Гродненском нефтяном техническом университете проходит фестиваль ко Дню народного единства. Студенты каких регионов представили свои творческие номера. Рамзан Кадыров вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений региона. Такие подарки неспроста, все они показали себя талантливыми, эффективно выполняя сложные задачи на территории проведения СВО. Репортаж Лейлы Муртазовой. Рамзан Кадыров вместе с соратниками встретился с командирами региональных подразделений по приятному поводу. Самым преданным патриотам нашей Родины, которые на протяжении долгих лет оберегают покой граждан и решают самые сложные задачи на благо отчизны, были переданы 17 машин, 11 из них марки «Мерседес» и 6 GMC. Командиры тут же проверили свои машины и выразили благодарность руководителю субъекта за постоянное внимание, которое он им уделяет. ماشي ساق يرسى مصوم طعم يجي تلات لا ساق وقت عندك ملت شو ديل وران ور سون أجر حلق يح مغيت شو ديل هر دو قما مدو طان هر دو حريات هر سون هر بخيلا ماشي لو شيء وتعريشين شرن جوا ديل وزلوش ديل ويدو على بتش أحمد عجين تير ديل سايولر يوختن دوزل تي ديل سايولر هر ويقومن تي ديل سايولر Глава региона высоко ценит каждого бойца и всей душой гордится воинами, борющимися с врагами государства. Всегда помнит и чтит память отдавших самое ценное на священном пути – свою жизнь за веру, мир и процветание Родины. Командующий состав правоохранительных и военизированных структур субъекта внесли свой весомый вклад как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Самая сильная опора для них – это Рамзан Кадыров, который подает пример и поддерживает каждого из них. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Жители, откликнувшиеся на призыв Рамзана Кадырова, продолжают совершать тахаджуд-намазы. Верующие собираются во всех мечетях, чтобы совершить коллективную молитву и обратиться к Творцу с мольбой о помощи угнетаемым палестинцам, а также чеченским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова приобрел новый дом для многодетной семьи Исраиловых. На протяжении 10 лет они проживали в ветхом и в непригодном доме. На постройку собственного жилья не было денежных средств. Узнав о трудностях, с которыми столкнулась семья, руководитель благотворительной организации Аймани Несиевна откликнулась. Незамедлительно были выделены средства, в нем все необходимое для комфортного проживания. Члены семьи Исраиловых выразили в адрес Аймани Несиевны слова благодарности за такую поддержку. أيماننا وأيماني أنت رمزان عجينا سنتين أخلنا مسارنا وتطلع ده وساوي الغر داير رمسمي شياش دقة شرش دعمد بالغ غيب تقبيتنا مواس مسك تقبيتنا مواس خيوم ده سامين مخقر ومخقع دوغشل ساعة مشتويش دق. В селении Толстой Юрт торжественно открыли дорогу, соединяющую два поселка. На событии присутствовали министр образования и науки Хошбауди Дааев и глава администрации Грозненского муниципалитета Рустам Абазов. Протяженность магистрали более 4 километров, а ширина 6 метров. Она ведет к новой школе, построенной в рамках нацпроекта образования. Работу по асфальтированию провели за короткий срок с соблюдением всех норм качества за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. هرشاد ونا تناخ دونا кузашей хусмаш яшиш ашпорш дона тебя дон подизнуня дона практически можно сказать дороги не было дон. Поэтому дона Рамзан Ахматович дона мехкдаса поручение илла кузуна в течение дона короткого периода времени дон было штабул бел дон было штабул общей сложности халячи 3600 метров прямой не кульшбар, но асфальт не ждадон дулин чот яха до юрт юк чубюш вошни адоновые участники СО шол нахсер дюзел ашполшмети диха дона ши дополнительно белород общая протяженность составляет 4200 метров на данной дороге дон. Народные, фольклор, пение, танец в целом в 6 номинациях представили свои номера 150 студентов из регионов СКФО. Фестиваль культуры и творчества народов России «Наследие» прошел в Грозненском нефтяном техническом университете. Мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства. Медина Мударова о культурном миксе в Грозном. Народные инструменты, фольклор, пение, танцы, ремесла и этническая мода. Концертная программа фестиваля обещает быть насыщенной. Отборочный этап уже прошел. Теперь эксперты выберут понравившиеся им номера. Участники из Ставропольского края приехали на фестиваль впервые. Представляют Северокавказский федеральный университет. В коллективе 11 человек. Для зрителей они подготовили яркие номера. Сразу выбрали калинку, потому что как ни калинка, передает наши традиции нашего народа. Это очень яркий и красивый номер. Сегодня мы также вам покажем один из вариантов казачьих танцев. Называется он «Раздольный край», где мы покажем точно так же красоты, традиции нашего края. Ежегодный студенческий фестиваль культуры и творчества народов России «Наследие» посвящен празднованию Дня народного единства и проводится при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Более 150 студентов от 18 до 23 лет из 6 регионов СКФО прибыли в Грозный показать свои таланты. Очень важно, чтобы студенты вообще просвещались, знали про другие конфессии, про другие религии, про другие культуры. Ну, хотя бы вот в масштабах Северного Кавказа мы точно уже должны с друг другом тесно коммуницировать, изучать друг друга. Мне кажется, очень важно, чтобы поддерживать какие-то дружеские отношения между нашими конфессиями, народами. Отточенные и плавные движения сменяются динамичными. В каждом номере отражается дух, обычаи и характер народа. Готовились мы очень долго и усердно, так как этот фестиваль имеет огромное значение как для нашего ансамбля, так как это новый уровень для нас. Программа фестиваля была обширная. В вестибюле музея ГГНТУ развернулся настоящий праздник. Выставка лучших фото и живописных работ на тему народного фольклора, мастер-класс по живописи и ярмарка национальной кухни. В этот день для гостей со всей России подготовлено множество вкусных сюрпризов.
Всех участников наградили дипломами и памятными призами. Фестиваль «Наследие» стал ярким праздником культурной сферы страны. Зрители остались в восторге от выступлений каждого артиста. Впереди у гостей еще одна экскурсия по живописному региону. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев встретился со студентами в Грозинском нефтяном техническом университете. Почетными гостями стали председатель Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров и министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Вопросы касались самых разных аспектов. Спортсмен ответил, что главной мотивацией для него это молитвы матери. Поделился, что после завершения карьеры планирует обосноваться на родине, а подниматься в весовых категориях ему помогает национальное блюдо – галушки с мясом. У меня такой вопрос. После последнего поединка с Усманом вы просили разрешения у главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова уехать в Палестину. Почему вы просили разрешения и что он вам ответил? По завершении встречи очередь желающих сфотографироваться с легендой задержала его еще на полчаса. Самому маленькому фанату в зале Хамзат Чимаев подарил iPhone 15 за лучший вопрос. За лучший вопрос Хамзату Чимаеву. Хамзат Чимаев тебе дает 15 Pro Max. Да ладно? Да. Да. Я Бек Мурзаев Шамиль. Я тренировался кикбоксингом и тренирую сейчас тэквондо. Я хочу поступить сюда, в этот университет. Мне очень здесь нравится, и здесь все классно. Что бы ты хотел передать Хамзату Чимаеву за подарок? Этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить уровень грамотности. К ежегодной международной акции присоединились жители и нашего региона. Мероприятие проходило в Национальной библиотеке. В какой форме были задания, сколько времени давали для прохождения и какой была максимальная сумма баллов, расскажет Турпал Тайсумов. Конкурс на знание истории и традиций народов страны носит название «Большой этнографический диктант». Его суть – проверить знания школьников, студентов и учителей разных направлений. Задание включает в себя историческое направление, связанное с разными народами Российской Федерации. Работу выполняют на бланках, где находятся сами вопросы в виде тестов. Задача – выбрать верный ответ из 4 предложенных вариантов и сделать соответствующую отметку. Результаты будут известны позднее, однако можно сказать, что этим диктантом можно хорошо проверить свои знания на историю всего государства. Участники рассказывают, что присутствовать здесь – это уже большая победа, вне зависимости от результата. Вопросы я в школе встречала и не раз прохожу этот диктант. Вопросы не слишком сложные, но темы проходили. Для меня важно узнать что-то новое и проверить свои знания тоже. Помимо гражданских, участвовали здесь и бойцы воинских подразделений. Результаты будут опубликованы на сайте miretno.ru до 13 ноября. Турпал Тайсумов, Сайт Эмин Мусаев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Выбрать профессию школьникам помогает проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Он предусматривает прохождение тестирования. Площадками же проведения профессиональных проб и получения опыта являются предприятия и образовательные организации.
Так, обучающиеся Урус-Мартановской 9-й школы ознакомились с работой сотрудников научно-исследовательского института имени Хамзата Ибрагимова. Мадина Нусалчиева продолжит тему. Все мы не понаслышке знаем, как тяжело определиться с будущей профессией. Чтобы облегчить школьникам эту задачу, создан федеральный проект «Билет в будущее». Основная цель данного проекта – подготовить ребят к выбору профессии, расширить инструменты профориентации в регионах, сформировать индивидуальные рекомендации для школьников. В зависимости от их интересов и способностей рассчитан билет в будущее на учеников с 6 по 11 классы. Девятиклассникам Урус-Мартановской школы номер 9 продемонстрировали работу сотрудников комплекса научно-исследовательского института имени Ибрагимова Российской академии наук. Началось все с физики. Сперва подростки послушали лекцию о том, что такое поверхностное натяжение воды, его природа и явления. Во-первых, человек должен обладать какими-то наклонностями к научно-исследовательской деятельности, но 90% это труд. Обычный физический труд, физический и умственный. Далее для гостей состоялась необычная экскурсия в отделе биологических исследований в хранилище научно-коллекционного материала. Одних только растений там представлено около 2000 видов, 400 из них лекарственные. Больше 2200 видов исследованы нашими учеными. После им продемонстрировали Красную книгу, и не одну, а сразу 3. Российской Федерации, Чеченской Республики и Дагестана. Рассказали о том, как проходила работа над книгой нашего региона, его редких животных и растениях, а также много других интересных фактов. Школьники остались под большим впечатлением. По словам организаторов, билет в будущее окажет практическую пользу молодому поколению и поможет взглянуть на профессию глазами заинтересованных и успешных людей. Мадина Нусалчиева, Сайт-Али Ампукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Искусство – это именно та точка соприкосновения, которая объединяет людей. Более 50 художников из разных регионов страны представили свои лучшие картины в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Работы, выполненные в самых разных жанрах, о том, что вдохновило художников написать представленные картины, расскажет Валентина Гусевская. Природа Кавказа вдохновляет и притягивает творческих людей со всей России. Но от зоркого глаза художника не скроется ни одна малейшая деталь. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова в преддверии Дня народного единства состоялось открытие выставки картин более 50 художников из 14 регионов России. Все произведения объединены одной темой – природа Кавказа. Удивительная выставка, удивительные работы. Многие из них передают красоты горной Чечни. Чеченская республика – это прежде всего горы. Великолепные озера горные, водопады, реки. Картины были написаны в рамках проекта «Кавказский маршрут», которому в этом году исполняется 5 лет. Начинающие художники выезжают на пленэры и учатся создавать произведения искусства у опытных живописцев. В данном проекте может принять участие каждый, нужно лишь желание. Последние годы в России, скажем, как последние годы, лет 15-20 постепенно набирает обороты такое направление, как организация пленэров по всей России. И в этом русле и мы посчитали с друзьями, что пришло такое время и сделать подобный проект на Северном Кавказе. Работа выполнена самыми разными материалами – акварелью, маслом и карандашом. Всего 90 картин в разных техниках. Но самое интересное то, где они были написаны. Вероника Агаркова создала свое произведение на склоне Эльбруса. Ночевала на высоте вместе с альпинистами на 4000 метров. Получила спецэффекты в виде горной болезни, встретила там рассвет. И это огромное количество эмоций родилось в этой работе. Жители и гости города смогут посетить выставку до 25 ноября. Затем все работы отправятся в Москву, где природой Кавказа будут любоваться еще больше ценителей искусства. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.